Молодые журналисты Якутии сегодня завершили свою работу в Республике Алтай. Давайте вспомним основные моменты пресс-десанта. Первым делом мы встретились со своими коллегами, сотрудниками Горно-Алтайского филиала ВГТРК России, познакомились с работой канала, журналисты презентовали свои издания. Далее провели круглый стол с молодыми лидерами Горно-Алтайска, представителями общественных объединений города и республики. Председатель комитета Госсобрания Ал-Курултай по культуре, спорту и молодежной политике и средствам массовой информации Вячеслав Уханов рассказал молодым журналистам о работе, которая ведется в сфере культуры и СМИ Горного Алтая. Во второй день десанта мы ознакомились с сельской жизнью Горного Алтая. Рано утром мы выехали в местность Чуйоозы Ангудайского района по знаменитому Чуйскому тракту, который ведет до границ Монголии. В Чуйоозы расположен этнографический комплекс, который знакомит гостей Алтая с историей и укладом жизни алтайцев. Далее нас ожидало самое интересное место Чуйоозы – это Калпак-Таш. Древнее святилище бронзового века содержит более 7 тысяч наскальных рисунков и более 20 тысяч рунических письменностей, начиная с неолита. После чего мы встретились с редакцией газеты Ангудайского района «Ажуда». Для меня очень было интересно приехать сюда, на прародину наших предков якутов. Я очень много чего узнала про тюркские народы, пообщалась с участниками Олимпиады и, самое главное, сделала очень красивые кадры. Пресс-десант оставил самые лучшие впечатления. На самом деле это для молодого журналиста это очень большой и полезный, считаю, опыт. Вот так вот поездить по разным городам, увидеть много нового. И, конечно, самое сильное впечатление оставили горы, потому что таких гор, таких просто ландшафтов я раньше не видела. И это просто вау для меня. Для меня Алтай – это, во-первых, прародина тюрков, и, во-вторых, это место, где я заканчивал местный университет, я 2 года тут жил, поэтому каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, чувствую себя как дома. Отрадно, что мы в 4-й раз вместе с своими коллегами уже прибыли сюда, на великую горную страну, Горный Алтай. День третий. Национальный музей имени Анохина удивил нас своим размахом, уникальными экспонатами, собранными краеведами Алтая в течение века. Затем мы посетили международный фестиваль «Книга Алтая», где якутская делегация представила книги издательского дома СВФУ, издательства «Бичик» и медиагруппы «Сетим». Презентовали книгу памяти талантливой певицы Гелены Платоновой «Кыс Аннел». День четвертый. Сегодня мы побывали на закрытии Олимпиады по тюркологии. Затем отправились на прекрасный остров Патмос, где посетили экстрим-парк, пели песни, лазили по горам, скатывались на канатке, достойно прошли полосу препятствий. Такие молодежные пресс-десанты для начинающих и уже набравших опыта журналистов. Наша газета «Молодежный адресат» устраивается с 2009 года. И этим же составом мы в этом году ездили в Томпонский район, ездили по маршруту «Эхо молодежи», который должен состояться в июле этого года. Считаю, что для молодых журналистов очень полезно ездить, узнавать что-то новое, знакомиться с новыми людьми, накапливать багаж знаний, багаж впечатлений, чтобы все это потом уже отображать в своих средствах массовой информации. Вот в этом пресс-десанте собрались разные журналисты с разных изданий. Мы вот за этот пресс-десант благодарим своих руководителей. Это редактор газеты «Саха-Силя Чукур Гаврилев», редактор ЕСЯ Петр Васильев, генеральный директор «Саха-Медиа» Кирилл Алексеев, заместитель генерального директора «Саха-Медиа» Афанасий Ноев, директор телеканала «Якутск ТВ» Владимир Федоров и директор медиагруппы «Сети» Мария Христофорова. И всех, кто нас поддержал, очень сильно благодарим. Впереди нас ждет Новосибирск, сибирские соцдружбы якутских студентов. Надежда Самсонова, Евдокия Ефимова, ЕСЯ.